Много. Таджикистан. Первое звание у вас Чеченской республики. Чечено-Ингушская ССР. Чечено-Ингушская ССР. А вы там не жили, вы там только выступали? Я выступал, но мы приезжали иногда там на неделю-две. Ну, то есть так, по гастроли по Северному Кавказу. Ну, там 2 человека были, чеченцы. Мусай и Иса, 2 брата, которые держали на Северном Кавказе всю культуру, так скажем, да. Ну, они приглашали артистов, работали в дворцы спорта там, и там на стадионах. Это же была вынужденная мера разорвать с Росконцертом. Я, честно говоря, обиделся по-человечески. Подали звание заслуженного артиста в России, они отказали. Вычеркнули. Да, они отказали, и я думаю, да что, тут появился Муса. И ласковым, нежным голосом говорит: Юра, давай поработаем от Грозного. Я, честно говоря, с радостью принял это предложение. Вспоминаю Грозный сегодня, как я давно там не был. Как, знаете, замечательный такой городишко уютный, весь в зелени. Жили там евреи, армяне, грузины, русские, чеченцы, ну, ингуши. Национальный город такой был, интернациональный. Люди ко мне относились просто замечательно. У меня есть фотографии. Мы работали на стадионе ручных игр всегда, в Грозном. Вот 1006 собиралось, 7 там народу. И плакаты такие были. Пламенный кавказский привет Юрию Антонову. Призывы такие на красном полотне, белыми буквами, знаете, такие. Вот. И у нас отлично проходили концерты, просто супер. Вывозили меня в горы, там, на Терек ночью. Звезды. Белая Волга. Понимаете? 2-3 в прожекторах автомобильных фар. Барашка уже на костре. Там барашка на костре, рыба, жижгалочная национальная еда чеченцев, которую я очень люблю. Это такая баранина или говядина, вываренная, так знаете, она прямо, мясо от костей отваливается. И галушки такие из кукурузы или с пшеницы делали. И чесночный соус. Куски такие мяса, вкусно очень.